Доброе утро, Якутия! Я Дарья Анкехова и вся наша дружная команда программы «Утро Якутии» рады приветствовать всех с новым днем. Сегодня 15 сентября, ровно середина месяца. И это четверг. А значит, сегодня еще с вами встреча «Утро» — это я, и завтра. Ну а далее нас ждут замечательные выходные. Погода уже почти везде осенняя, а в эти дни еще и очень ветреная в центральных районах. Действительно, ветер был у нас такой сумасшедший, да, и в западных районах также было очень ветрено. А между тем, из-за погодных условий предлагают перенести празднование Дня города жителей Нерюнгри. Официальной датой рождения города считается 6 ноября. И на протяжении многих лет именно в эту дату проходили все празднования. В этом году традицию предлагают изменить. И новой датой Дня города жители Нерюнгри хотели бы считать 15 июля. Именно в этот день, в 1975 году, была срублена первая лиственница на месте, где сейчас в Южной Якутии стоит памятник первостроителям. Жители Нерюнгри даже собирают подписи под петицией. Думаю, это разумное предложение отмечать массовые торжества именно в теплое время года. Ведь возможностей появится больше, да и настроение, мне кажется, будет более позитивным. И, конечно же, хотелось бы узнать, а какая же погода сегодня у нас за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 4 градуса. В заречной группе 1-3 градуса выше 0. В южных районах до -1. В Вилюйской группе 3-7 градусов со знаком плюс, в Нижнеленских до -2. В западных районах 6 градусов выше 0. В Колымендигирской группе улусов 2 градуса, в Янских до -5. На северо-западе 2 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 4 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем слабый кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 14 метров. Температура воздуха будет 12 градусов тепла. О погоде мы вам рассказали, теперь перейдем и к новостям. Они у нас бывают разные, иногда бывают позитивные, а иногда даже и скандальные. И вот следующая новость, на мой взгляд, довольно спорная. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец раскритиковала рекламу с призывами брать животных из приютов, поскольку та, по ее мнению, мешают решению демографических проблем. Конечно, личное дело каждого – завести хоть 3 псов вместо детей. Но если мы оцениваем содержание социальной рекламы, то она должна работать на решение государственных задач, заявила Волынец. При этом руководитель Татарстанского благотворительного фонда помощи бездомным «Кот и пес» Альберт Галиев заявил, что не следует смешивать проблему демографического кризиса и проблему бездомных животных. Очень тяжело слышать такие вещи от омбудсмена, потому что в таком контексте понятие животного воспринимается как отрицательное, сказал Галиев. Как вы думаете, кто из них прав? Действительно, очень спорный вопрос. Но мне кажется, на мой взгляд, не стоит как-то соединять эти две темы, брать детей, воспитывать детей или брать животных из детдома. Мне кажется, это совершенно две разные плоскости. Ну а у нас сегодня в студии утренний гость, и мы постараемся поговорить с ним на такую интересную тему, как информация в средствах массовой информации. Ведь действительно, сегодня средства массовой информации даже вот эту новость публикуют с разных сторон. Как ее воспринимать и верить ли всему тому, что пишут, узнаем у нашего гостя. Это Антон Васильев, руководитель проекта «Медиашкола АЯР». Антон, доброе утро. Доброе утро. Вот все-таки давайте немножко обсудим вот ту самую интересную тему. Да, вот на ваш взгляд, средства массовой информации должны освещать подобные спорные вопросы или все-таки это должна быть как-то скрытая тема? Само собой, я считаю, что профессиональная журналистика, то и журналистика, что она должна объяснять, показывать различные ситуации с разных сторон. И то, что имеется несколько точек зрения на один вопрос, это нормально. Такова жизнь, такова, так сказать, сущность.
Ну а вы, допустим, если в этом вопросе все-таки как журналист, какую бы точку зрения приняли и, допустим, какую бы тему больше развивали? Все-таки, как сказал, допустим, как заявила госпожа Волынец о том, что все-таки не стоит брать животных, занимайтесь детьми, ну это так, утрирую, да? Либо все-таки вы считаете, что это совершенно разные моменты? Я солидарен с вами, Дарья. Я считаю, что это совершенно разные моменты. Ну и лично мое субъективное мнение на этот взгляд, это то, что госпожа Волынец, немного путает понятия. У вас недавно завершился большой проект «Медиашкола АЯР». А чему учили молодых журналистов и почему возникла именно идея создания подобного проекта? Я, наверное, начну с того, с чего возникла идея создания подобного проекта. Она возникла еще в 2020 году, непосредственно когда я и несколько моих коллег, молодых энтузиастов, таких же молодых журналистов, решили организовать творческое объединение АЯР. Это был 20-й пандемийный год. Мы понимали то, что контента позитивного в нашей республике мало. Ну и обратились с такой идеей к руководству НВК «Саха». Руководство поддержало. Мы запустили несколько своих проектов. И вот буквально спустя 9-10 месяцев мы поняли, что нам эту деятельность нужно масштабировать. Потому что мы собрали в команду деятельности очень классных, перспективных ребят, которые стали кадрами не только для нашей компании, но и для наших коллег из Саха Медиа, для наших коллег из других медиакомпаний. 2021 год мы написали и по итогу выиграли грант главы Республики Саха-Якутия. И, наконец, спустя год мы уже реализовали, вот буквально вчера мы провели закрытие нашей медиашколы. Вот, вы провели закрытие медиашколы. Мы знаем, что были солидные подарки. Кто же стал победителем и какая дальнейшая судьба у тех самых счастливчиков? Да, в действительности подарки, опять же, на наш взгляд, субъективные, были достаточно солидные. Учитывая то, что участие было бесплатно, так как это все-таки социальный проект, миссией которого является дать толчок для развития молодежных медиа. Призовой фонд 150 тысяч рублей, который был поделен между 3 лучшими командами. Соответственно, за третье место команда получила 25, за второе 50 и за третье 75 тысяч рублей. Вот. Ну и возвращаясь к самому первому вопросу касательно того, чему мы обучали, это обучение шло в следующем формате. То есть у нас была как теоретическая часть, теоретический блок, так и практическая часть. В теоретической части у нас было обучение первые 2 дня от наших федеральных спикеров, экспертов, которые давали общее понятие о том, как устроен медиабизнес, если так можно выразиться. Ну и далее в течение 5 дней преподавали уже наши местные эксперты по 5 направлениям. Это работа в кадре, видеография, это дизайн, журналистика, а также направление продюсирования и маркетинга. По итогу они приступили опять же к практической части, то есть они выполняли кейс-задания по решению по созданию рекламных концепций и медиапродуктов для кейс-создателей. Очень интересная программа, насыщенная, да. Но вопрос, а сколько человек примерно было задействовано в этом проекте? Потому что все-таки мы исчисляем десятками или уже сотни заявок поступало? Да, если мы говорим о заявочной кампании, то к нам поступило свыше 300 заявок. Весьма было сложно отобрать из них людей с наивысшим потенциалом, потому что людей, достойных у нас в республике, много. Мы отобрали свыше 100 человек. Если говорить об организаторах, команда организаторов совершенно небольшая. Это энтузиасты, это буквально 10 человек, которые изо дня в день в течение последних 2 месяцев посвящали каждый свой день организации мероприятий. Мы также привлекали волонтеров, за что им большое спасибо. Вы, как молодой журналист, считаете, что все-таки современная журналистика, она должна меняться и что-то, какие-то нововведения должны быть? Или, может быть, вы уже конкретно знаете, что вы лично могли бы внести в те самые изменения? Я, помимо всего прочего, как и молодой парламентарий, всегда ориентируюсь на следующий пример. Почему у нас существуют, допустим, законодательные органы власти? Потому что человеческая жизнь, она настолько динамична, что она постоянно изменяется. И нужно, соответственно, всегда приводить в соответствие законодательства. То же самое касается и такой сферы, как медиа, журналистика. И если говорить о каких-то нововведениях, то, конечно, стоит сейчас ориентироваться на такой тренд, как, наверное, новая искренность. Если говорить простыми словами, то это, конечно, тот запрос больших масс на то, чтобы люди говорили не только объективные вещи, но и также добавляли какой-то свой субъективный взгляд.
Мгм. Вот вы работаете с молодыми журналистами, да, и, наверное, зачастую сейчас современное поколение немножко путает ориентиры и говорят, что блогерство – это и есть журналистика. Вы здесь поставите знак равенства или это совершенно, опять же, разные темы? Мгм. Мне на самом деле было бы интересно также узнать ваше мнение, но мое мнение таково, то, что эти понятия не стоит путать. Потому что если мы говорим о блогерстве, это, конечно, больше про эмоции, больше про субъективный взгляд. Журналистика, она все-таки должна основываться, конечно же, на конкретные аргументы, должна быть максимально объективной. А с точки зрения потребителя, вот как различить фейк от правды? Ведь зачастую всегда говорят неправду, желтая пресса и так далее. Да? Вот вы бы какой совет дали? Мгм. Буквально 3 недели назад, когда мы только давали старт нашему проекту, я приходил в эту студию вместе с нашим коллегой, федеральным экспертом Максимом Корневым. Это доцент РГГУ, Высшей школы экономики. И как раз таки Максим очень много давал информации нашим участникам касательно факт-чекинга. То есть непосредственно по поводу того, как стоит информацию эту проверять, отбирать. Самое главное правило — это, конечно, так сказать, воспользоваться поисковиком, посмотреть разные источники и провести анализ. Не доверять вслепую каким-то, прошу прощения, пересылкам в социальных сетях. То есть все перепроверять нужно. Конечно. Вот вы затронули тему федеральных спикеров, да, конечно, это огромный опыт, который они передают, да, нашим молодым специалистам. И как вы считаете, на каких площадках, возможно, или как в повседневной жизни эти знания пригодятся участникам вашего проекта? Но самое главное, что мы старались дать, это в действительности практикоориентированные компетенции. То есть обучение шло конкретно по, так сказать, прикладным моментам. То есть это касалось от, так сказать, создания идеи до его реализации. Мы уверены в том, что те навыки, которые они успели получить за эти 24 дня, они обязательно им пригодятся в их жизни. Ну, Антон, еще, конечно, вопрос. Сейчас, наверное, многие молодые ребята, увидев эту беседу, решили вдруг, а я тоже хочу себя попробовать в подобном проекте. Будут такие проекты еще? На самом деле мы этот проект запускали как пилотный, ну и сейчас пришли к тому, что нам стоит это продолжать делать. То есть мы ждем следующего проекта. Да. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам доброго дня. Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы прервемся на короткую паузу, а затем вернемся в нашу студию обязательно. И нас ждет еще очень много чего интересного. Оставайтесь с нами, и, конечно же, мы говорим всем доброе утро для тех, кто только, возможно, проснулся. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В Якутский республиканский онкологический диспансер в рамках реализации национального проекта здравоохранения поступил запланированный объем медицинского оборудования. Впервые для Якутии приобретен высокотехнологичный операционный микроскоп, который позволяет проводить сложнейшие хирургические вмешательства. Более того, в отделении диагностики установлен цифровой рентген-маммограф отечественного производства. Аппарат позволяет улучшить диагностику рака молочной железы на ранних стадиях. Обследования прошли уже около 100 женщин. Еще одно из крупных приобретений в онкодиспансер – это эндоскопическое оборудование, тоже одно из самых современных, которое сейчас есть на рынке. Оборудование для диагностики рака ободочной и прямой кишки, а также опухоли легких и мочевого пузыря. Оборудование также полностью внедрено и работает на полную силу в настоящее время. 140 управляющих компаний могут лишиться лицензии на управление домами. Это коснется тех организаций, которые получили разрешение в период с 2015 по 2018 годы. В следующем году у них истекает срок. Поэтому лицензиатам необходимо подать в управление Госстройжилнадзора заявление о продлении не ранее, чем за 60 рабочих дней до окончания срока и не позднее, чем за 45 дней до истечения действия лицензий. То есть с 12 октября по 2 ноября этого года. Все заявления рассматриваются в течение 15 рабочих дней. Условием продления лицензии является, первое, это отсутствие нарушений лицензионных требований, грубых нарушений лицензионных требований. И второе, это
наличие действующего аттестата у руководителя. Поэтому необходимо все вот эти нарушения устранить. И вот на момент подачи этих нарушений не должно быть. В Якутию со знакомительным визитом прибыл президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. В центре единоборств в столице республики он встретился с юными самбистами, ответил на их вопросы и провел мастер-класс. По его словам, в образовательных учреждениях ведутся программы самбо в школы. Заслуженный тренер также добавил, что в Якутии этот вид спорта имеет большое будущее, и юные спортсмены показывают достойные результаты. В центре единоборств на сегодняшний день самбо занимаются более 20 детей. Самбо – это национальный вид спорта, и в том числе в самбо входят приемы и из якутской борьбы хапсагай. И они собраны с других видов борьбы, которые развивались в разных республиках. Это и тринда, и чидаоба, и так дальше. Поэтому этот вид спорта очень многонационален. Продолжая тему средств массовой информации, в какой поисковой системе вы предпочитаете гуглить новости? Естественно, кроме наших новостей, которые выходят ежедневно в 7 часов утра, да? Ну, конечно, если вы гуглите, то знайте, что именно сегодня эта поисковая система отмечает свой день рождения. Интересно, что слово Google произошло от искаженного Google, название числа 10 в сотой степени. Хотя еще распространен миф, будто название этой поисковой системы связано с именем Николая Гоголя. Какими еще датами и событиями отмечен день 15 сентября, узнаем далее. На календаре 15 сентября. Сегодня отмечают День школьного рюкзака, День фетровой шляпы, День российского леса, День худеющих, День рождения экологической организации Greenpeace, Международный день демократии. По народному календарю в эту дату почитают память мучеников Маманта, Феодота и Руфины. Святого Маманта в народе считают покровителем овец. В этот день на стол ставят молоко и сыр – символический знак уважения святому. С этого дня скот не выгоняют на пастбища. Хозяйственные постройки окуривают вересковым дымом. Считается, что это защищает от нечистой силы. Низкие облака предвещают дождливую и холодную погоду. События в этот день. В Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости». Выходила она до 1918 года. Совнарком принял декрет об охране здоровья детей. В 1922 году Совнарком принял декрет о санитарных органах республики, который считается днем создания санэпидемслужбы. В этот день впервые плацдарм под Новороссийском назван Малой землей. Советская космическая станция «Зонд-5» впервые в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. В этот день, в 1971 году, была создана организация Greenpeace. В этот день был зарегистрирован домен google.com. В этот день родились Франсуа Ларош-Фуко, французский писатель-моралист; Александр Бутлеров, русский химик, создатель теории химического строения; Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес, родилась в 1890 году. Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук. Михаил Танич, советский и российский поэт-песенник. Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Александр Политковский, советский и российский тележурналист, политический обозреватель. Именины в этот день отмечают Ян, Юлиан, Филипп, Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Николай, Михаил, Леонид, Иван, Ефим, Елизар, Демид, Герман, Вальдемар, Владимир, Виктор, Василий, Богдан, Антон, Анатолий, Серафима, Оксана, Ксения. Еще одна знаменательная дата в календаре. Национальной библиотеке Якутии 97 лет.
Официальной датой основания библиотеки принято считать 14 сентября 1925 года, когда вышло постановление расширенного совещания при Совете народных комиссаров Якутской АССР об организации Якутской национальной библиотеки. За это время главное книгохранилище Якутии стало местом поиска новых знаний не только для школьников и студентов, но и для всех жителей нашей столицы. Ведь сегодня библиотека насчитывает более 1 миллиона экземпляров книг, документов и других печатных изданий. В 1925 году открывает свои двери, Национальная библиотека уже насчитывала более 30 тысяч экземпляров книг и документов. Это были в основном книги, отправленные из Москвы и Ленинграда, также полученные от научных учреждений, которые уже функционировали на территории Якутии. Тогда, в конце 20-х годов, Якутская национальная библиотека была единственной библиотекой, способной содействовать развитию производительных сил в Якутии. Это подтверждается данными комиссии, изучившей деятельность 9 научных и специальных библиотек Якутска. В первом отчете Якутской национальной библиотеки за 1928-1929 годы была определена ее концепция. Было прямо прописано, что она является государственным научным книгохранилищем Якутской АССР и входит в общую сеть научных библиотек РСФСР. Уже тогда были поставлены задачи организации документных фондов и научно-исследовательской деятельности в области библиографии, библиотековедения и книговедения. У нас здесь действует с тех пор книжная палата Республики Саха-Якутия, и библиотека на сегодняшний день является одним из крупных научных и культурно-просветительских учреждений на северо-востоке страны. В конце 20-х годов насчитывалось лишь 146 читателей, а книговыдача колебалась от 88 до 380 книг. Штатных библиотекарей почти не было. Сегодня эта цифра увеличена в разы. Так, по последним данным, Национальная библиотека Якутии насчитывает около 50 тысяч читателей, а показатели книговыдачи достигла 1 миллиона 200 тысяч в год. Это говорит о том, что, несмотря на век цифровых технологий, бумажные носители все еще остаются востребованными. Но при этом Национальная библиотека расширяет и возможности своих цифровых услуг, шагая в ногу со временем. И все это оказывается большим и дружным коллективом. Мы сейчас, это не только библиотека, куда можно прийти, почитать просто книги, взять книги, но еще это такой центр досуга. И все, что делается сейчас в стенах библиотеки, в том числе большой капитальный ремонт первых 2 этажей основного здания Национальной библиотеки, это все делается для того, чтобы именно здесь людям было комфортно проводить время. Сегодня миссией Национальной библиотеки Якутии является сохранение документального наследия народов республики как части их культурного достояния для настоящих и будущих поколений народов мира, а также обеспечение доступа к национальным, российским и мировым библиотечно-информационным ресурсам. Свой обновленный основной корпус библиотека откроет уже в ноябре этого года и начнет готовиться уже к своему столетнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году. Дмитрий Тумыров, Григорий Николаев, Якутск. На очереди наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Каждый четверг мы показываем сюжеты о детях, которым нужна семья. Сегодня мы вам расскажем о маленьком мальчике Артеме. Знакомьтесь, Артем, нам 1 год и 4 месяца. Улыбчивый и ласковый мальчик, с интересом познает окружающий мир. Любит тактильный контакт, стремится к индивидуальным общениям. Вот учимся ходить, ходит с поддержкой взрослого. Также учимся держать ложку. Аппетит у нас хороший, сон спокойный. Артем проявляет любопытство ко всему происходящему вокруг. Любит играть с стучащими игрушками, музыкальными и звонкими игрушками. Артем – спокойный и позитивный малыш. Он учится все делать самостоятельно и любит общаться с окружающими его воспитателями и нянечками. Мы надеемся, что Артемка найдет свою любящую семью, которая подарит заботу, любовь и ласку. Малыш очень ждет своих маму и папу.
Нам бы очень хотелось, чтобы этот замечательный малыш обрел свою настоящую семью и любящих родителей. Конечно, взять на себя такую обязанность по воспитанию чужого ребенка – это большая ответственность. И кроме желания, тут нужна серьезная моральная и психологическая подготовка. О школе приемных семей, которая работает в Якутске уже 15 лет, мы поговорим с одной из ее организаторов. Это Зинаида Шахурдина. Она является педагогом-психологом Республиканского центра содействия семейному воспитанию. Зинаида Сафроновна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. В вашей школе исполнилось 15 лет. Вот вы, скорее всего, ведете же ту самую статистику. Вот скольким родителям вы уже помогли и сколько человек стали счастливыми мамой и папой? Да, действительно, нашей школе приемных родителей уже 15 лет. И в 2007 году по инициативе Министерства образования республики была организована такая школа. Тогда туда приходили только по желанию родителей, предлагали им специалисты органов опеки и попечительства, они приходили туда по желанию. Но школа оказалась очень востребованной, желающих было достаточно. А в 2012 году уже вышел федеральный закон об обязательной подготовке всех кандидатов, которые желают принять в свою семью ребенка. Хочу сказать, что школа приемных родителей сейчас ведется во многих улусах нашей республики. Ну, конечно, это для удобства граждан, чтобы не выезжать сюда, в Якутск, да, так далеко. И нашим центром, только нашим центром, вот за 15 лет подготовлено более 1500 граждан. Это, значит, более 800 семей, из которых 560 семей приняли в свою семью уже более 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это, конечно, наша гордость, наши выпускники, дети проживают в семье. Значит, ваша работа, да, не зря. Не зря. Отлично. Как проходит вообще обучение кандидатов на родительство? И достаточно ли одного желания, вот для начала хотя бы, да, прийти и сказать «я хочу»? Да. Ну, конечно, все начинается с того, что я хочу. Мы мечтаем, мы думаем взять свою семью ребенка, но мы сразу говорим, что почему была и введена школа приемных родителей, мы сразу говорим, что одного желания и одной любви это недостаточно. Все мы воспитатели, воспитываем своих детей. И детей, конечно, для того, чтобы воспитать своих детей, нужно очень многому научиться. Для этого нужны знания, умения, навыки, как мы говорим своим кандидатам. Да? Это, конечно же, знание психологических особенностей детей, их потребностей, умение налаживать с ними контакт, что очень важно, умение общения с ребенком. Это навыки отработки психологических травм, которые имеются у всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это очень важно. Поэтому мы на школе говорим именно об этом. Каковы ожидания родителей, да, кандидатов, каковы их опасения. Поэтому школа способствует тому, что прорабатываются очень многие личностные качества кандидатов. Это очень важно. Зинаида Сафроновна, здесь возникает вопрос, да, школа, значит, это определенное количество дней, возможно, месяца или, может быть, даже и лет, да, родители, возможно, могут отпугнуть те сроки, да, вот вы говорите, нужно обучиться тому, этому, да, вот примерное количество времени, сколько займет у кандидатов, чтобы получить ту самую возможность взять себе ребенка? Ну, знаете, сейчас родители более образованы и знают, что такое, в чем состоит обучение. А вот в первые годы, особенно, когда им говорили, что нужно пройти еще, кроме того, чтобы собрать там кучу документов, да, нужно пройти еще и школу приемных родителей, то многие говорили, ну вот, опять что-то такое, очень возмущались, да. Действительно, школа — это, ну, представляется сразу парты, да, какие-то лекции и так дальше. На самом деле школа — это психологический тренинг, поэтому у нас школу приемных родителей проводят педагоги-психологи социальных учреждений, ну и не только социальных, и образовательных тоже. И в Якутске у нас школа проводится 6 недель, да, по субботам для удобства граждан. В течение дня, ну, то есть, как, если это занятия с элементами тренинга, то понятно, что они длинные такие бывают у нас, с перерывами, мы там общаемся тоже во время перерывов.
И когда, вот говорим, 6 недель нужно пройти, и когда пролетают эти 6 недель, и когда идет обратная связь, то наши кандидаты, наши слушатели говорят, а что, уже все закончилось, давайте еще продолжим, а почему так быстро? И самое главное, что когда заканчивается школа, многие говорят, а почему вот такие занятия, ну, подобие таких школ не проводятся в общеобразовательных учреждениях, почему этому не обучают всех родителей, потому что у нас же ведь детей берут не только те граждане, те семейные пары, у которых нет детей, но и те, у которых уже есть свои кровные дети. А могут ли одинокие родители взять себе ребенка? Могут. Таких ограничений нет у нас вот сейчас. И даже по возрастному цензу, ну, мы не можем, да, сказать. Ну, конечно, заключение о том, что родители, что кандидаты могут стать родителями, даем не мы, дают специалисты органов опеки и попечительства. Мы только обучаем кандидатов. Но, конечно, у нас очень много было граждан одиноких, которые обучились. А вообще бывают же и случаи отказа. Вот основные моменты, по которым вы можете отказать, вот как школа, да? Есть ли такие основные направления? Хочу сразу сказать, что школа — это не только занятия. Школа — это несколько этапов, да? То есть вначале мы приглашаем кандидатов на психологическую диагностику, а потом мы проводим уже, каждый психолог со своим кандидатом проводит индивидуальное собеседование, да? Это полуструктурированное интервью, на котором мы узнаем мотивацию кандидатов, его сильные и слабые стороны, личные особенности, то есть такая длительная беседа, а затем уже занятия. Отказать, вот что нет, вам не надо проходить, мы, конечно же, не можем, да, то есть у нас нет такого функционала, скажем так, но дело в том, что направить кандидатов, подумать о том, надо ему это или нет, это очень важно. И вы знаете, у нас даже после интервью уже некоторые граждане отказываются от этой идеи взять свою семью ребенка. А если после школы отказываются, то мы считаем, что это очень хороший результат. Значит, не будет еще одной поломанной судьбы. Да, то есть граждане теперь подходят более сознательно, ответственно к выбору, вот именно к выбору принятия ребенка в свою семью. Мы говорим, все-таки это чужой ребенок, да, это не кровный. То есть есть определенные трудности воспитания и общения с ним. А ведете ли вы дальше отслеживание, да, судьбы того самого ребенка, который попал в семью, да? Ведь не всегда у ребятишек бывает покладистый характер, да, или, возможно, возникают проблемы со здоровьем, или все-таки ваша задача только пристроить ребенка, а дальше этим занимаются другие органы? Ни в коем случае. Наша задача, вот слово такое пристроить, да, не очень удачное. Дело в том, что у нас, конечно же, после школы, мы говорим, это первый этап, это называется психолого-педагогическое сопровождение. То есть после школы, уже отучившись, уже взяв свою семью ребенка, граждане могут обратиться к нам, они знают об этом. Школа же ведь еще и главное показать, что они не одни, что есть специалисты, которые им помогут, трудную минуту поддержат. И граждане обращаются к нам. Это могут быть как одноразовые, да, индивидуальные консультации, так и комплексное сопровождение психолого-педагогическое. То есть мы можем приглашать медиков, мы можем приглашать юристов для того, чтобы работать с семьей. То есть ни в коем случае они не остаются одни. Кроме этого, у нас работает такая технология, как ресурсная группа замещающих родителей. То есть мы знаем, какой семье сложно, трудно, и приглашаем их на занятия, да? То есть дополнительные ресурсы. Каждому человеку нужны ресурсы в дальнейшем воспитании, в дальнейшей своей работе. Мы эти ресурсы находим для того, чтобы жизнь и родителей, и ребенка в семье была удачной, чтобы семья была любящей, чтобы ребенок находил в ней понимание. То есть сопровождение ведется постоянно. Но если все-таки родители не смогли оценить, да, свои возможности или возникли какие-то проблемы, да, какова судьба вот, дальнейшая этого ребенка? К сожалению, есть такие ситуации, когда родители отказываются от ребенка, да, то есть происходит отмена решения. Мы ведем такой анализ по республике, и, конечно, вот, основными причинами становятся отсутствие воспитательской компетентности родителей. То есть родители не справились с какими-то моментами. В основном это, знаете, подростковый возраст. Вот у нас школа приемных родителей не проходят близкие родственники. Это бабушки, дедушки, кровные братья и сестры вот, по закону. Но специалисты органов опеки рекомендуют им пройти, потому что вот как раз они
и отказываются от подростков, потому что говорят, мы не можем, мы не справляемся. Ну какова дальнейшая судьба? Если происходит отказ, то, конечно, главная задача – это снова устроить ребенка в семью, да, любящую семью, найти для него такую семью. Если этого не получается, то ребенок попадает в один из центров содействия семейному воспитанию. У нас их 8. Ну и если раньше они назывались детские дома, то сейчас мы говорим центры содействия семейному воспитанию. Это как раз те учреждения, те организации, которые устраивают ребенка в семью. Ну а власти региона недавно заявили, что необходимо создать институт профессиональных приемных семей. Как вы относитесь к этой инициативе? И считаете ли вы, что, возможно, именно подобное решение приведет к тому, что все-таки показатели у нас вообще, да и проблема, да, сирот станет меньше? Меньше. Но я очень положительно к этой идее отношусь. Об этом уже говорится давно на уровне Российской Федерации. И у нас же 3 формы семейного устройства. Ну, основные 3. Это усыновление, удочерение, опека, попечительство и приемная семья. Вот. Профессиональная семья – это будут подготовленные воспитатели. То есть, понимаете, они уже будут проходить обучение, они уже лучше будут знать потребности ребенка, его психологические особенности. И у нас же, я сказала, 8 центров помощи детям-сиротам, и там в основном находятся, знаете, какие дети? Это подростки, это сиблинги, то есть кровные братья и сестры, и это, значит, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть которых не берут в семью, а вот как раз профессиональная семья сможет взять, да, в свою семью на воспитание. Спасибо большое, Зинаида Сафроновна, что посетили наш утренний эфир. Давайте еще раз проанонсируем, если вдруг все-таки кто-то из наших телезрителей заинтересовался и хочет хотя бы побольше узнать информации, либо посетить вашу школу, да, вот куда им можно обратиться? Да, конечно, очень многие граждане не знают, куда обратиться. Я хочу сказать, что вы можете позвонить по телефону 405-630 или зайти на наш сайт Республиканский центр содействия семейному воспитанию. Мы ждем вас, звоните. Спасибо большое. Ну, конечно, дружная семья, если даже дети приемные, это большая помощь и опора родителям. Когда детей в семье много, это не только заботы, но еще и праздники, а также огромные позитивные эмоции. Посмотрите, как весело собирают урожай в многодетной семье. Якутяне делятся своими видео и фотографиями. И вот сейчас мы видим, как огромная семья справляются с небывалым размером, но не репкой, а свеклой в главной роли. Вот такое замечательное видео сняли жители нашей республики. И действительно, свекла гигантских размеров. И здесь без помощи всей семьи не обошлось. Замечательное позитивное видео, ну а следующий материал с урожаем удивит, наверное, многих. Газета «Северная заря» опубликовала видео жительницы Уснеры Любови Ивановой. Она известна среди своих земляков как опытный растениевод, который каждый год удивляет своим богатым урожаем как в теплице, так и на приусадебном участке. Ну и дома у нее растут потрясающие растения. На видео она демонстрирует лимон. Это растение, конечно же, экзотическое для полюса холода. Но я не об этом хочу сказать. Лимоны растут в далеких, теплых, солнечных южных странах. А у нас Усть-Нера – это Аймекония, полюс холода. И я хочу сказать, при желании можно вырастить не только лимон, но и экзотические растения, например, ананас. Всем хорошего дня! Мы, конечно же, надеемся на то, что у Любови Ивановой получится вырастить ананасы, и она совсем скоро, возможно, отправит следующее видео своих вот таких замечательных, да, достижений. Ну а мы, в свою очередь, напоминаем вам о том, что мы объявили конкурс на фото необычного урожая. И к нам ежедневно поступают фотографии участников конкурса. Напоминаем, что итоги мы подведем уже в понедельник, 19 сентября, поэтому если вы вдруг не успели отправить фото вашего
этого причудливого урожая у вас есть время сегодня и завтра. Ну а пока мы хотим показать, что же пришло к нам уже на сегодняшний день. Вот такой забавный мишка вырос у Татьяны Джан из Хатас. А это картофельное чудо было у Галины Борисовой. Ну, конечно, сердечек прислали нам очень много. То есть, а вот здесь у нас есть королева всех полей. У Татьяны любовь царит, вот видите, в виде такого картофельного чуда. Также обратите внимание, опять сердечки картофельные. Вот такой замечательный, это что, помидорка, ну, зеленое яблоко. А вот это какие-то интересные помидоры, их очень много. Сердечко опять уже из помидорки, да. Еще один интересный помидор. Ну и морковка, это, конечно, королева забавных фотографий. Это семейная пара и какой-то монстр картофельный, да. А также вот опять помидоры сложили очень красивую, да, композицию. Вот такой забавный человечек из огурца. Это, кстати говоря, я даже не понимаю, что это, какой-то гриб. Ну а здесь очень интересная кабачковая семья, да. И можно сказать, что они коронованные, потому что, видите, они все выросли в виде короны такой. Ну, вот здесь тоже варианты морковного счастья, да? Опять картофельные сердечки. Но прямо у нас в этом году картошка удалась. Вот целая семья здесь, видите, выросла у нас на... А вот этот практически, знаете, такая рука выросла у нашего телезрителя, которого зовут Спартак. Замечательные фотографии. Мы благодарим всех наших телезрителей, кто отправляет свои фотографии. Напоминаем, вам нужно отправить фото на этот телефон, который вы видите прямо сейчас, ну или же отправить на наш телеграм-канал. Мы обязательно просмотрим и, конечно же, подведем итоги в понедельник. Природа действительно ювелир. Диву даешься, видя эти кадры, как будто специально кто-то ваял. И действительно, не случайно я упомянула профессию ювелира. Ведь сегодня в нашей рубрике «Моя профессия» мы хотим познакомить вас именно с этой профессией. Поэтому, внимание! Моя профессия такая ювелира-закрепщика, да. Сперва делается литье, монтаж, а после монтажа попадает ко мне уже непосредственно уже. И, соответственно, сама слово «закрепка» подразумевает, допустим, закрепка камней. Там бывают бриллианты, полудрагоценные, цветные, разные камни бывают. И, соответственно, в мою задачу входит, чтобы камень сидел ровно, четко, красиво, чтобы оно смотрелось на изделие, там, подбирать высоту, глубину, ширину камня. И, допустим, иногда бывает консультируем клиентов, чтобы клиент сам уже увидел, как оно будет на готовом изделии. Ну, то бишь, клиент сам может выбирать, как может сесть камень. Закрепщик должен быть усидчивым, да, внимательным. Усидчивость должна быть, чтобы сидеть долго, допустим. Наша, вообще работа подразумевает сидячий образ жизни, допустим, так сказать, да. Когда ты долго сидишь и работаешь, очень сильно устаешь. И вот усидчивость помогает именно в этом. Ну и внимательным должен быть. Терпеливым, главное. Не торопиться, самое главное, потому что камень, он очень хрупкий. Особенно бриллиант, хотя бы, все думают, что бриллиант очень крепкий, но на самом деле он самый хрупкий. Потому что он не выдерживает резких давлений, типа. А цветные камни могут выдерживать такие. Да и цветные камни обычно сажают на мягкий металл, не на золото. И если это золото, то это в основном красный металл, потому что красное золото, он мягче, чем белое. Я люблю, конечно, свою работу, да, потому что каждый день приходишь и что-то новое, типа. Работаешь, допустим, драгоценными металлами, с камнями, общение с клиентами, общение с коллегами, допустим. Допустим, каждый день он не бывает одинаковый с ювелирной промышленностью, допустим. Каждый день это что-то новое, допустим. И мне еще очень нравится, вот когда просто бываю, хожу и смотрю, что именно наша работа, наше изделие находится на прилавках, или уже клиент купил и носит ее с радостью. И самое главное, что люди хотят покупать, и им это нравится. Сегодня четверг, и давайте узнаем, какие киноновинки нас ждут в кинотеатрах. Всем доброе утро! Знакомлю вас с репертуаром кинотеатра «Лена», который можно посмотреть уже сегодня.
Безусловно, главной премьерой грядущего уикенда станет хоррор «Jeepers Creepers. Возрожденный». Новинка обладает сильным брендом и претендует на статус самого кассового независимого фильма ужасов этого года. Согласно городской легенде, кровожадное исчадие ада по имени Крипер, жаждущее насытиться человеческой плотью, пробуждается каждые 23 года. Четвертая часть картины получила название «Jeepers Creepers. Возрождение». Действие развернется в маленьком городе в штате Луизиана, где впервые проводится фестиваль ужасов. Главные герои Чейз и Лейн побеждают в лотерее Крипера и получают билет в его стилизованный дом, где им предстоит пройти игровой квест. К сожалению, именно в это время изголодавшийся Крипер вновь выходит вершить свою кровавую жатву. В этом году Это ловушка. Бежим! зло Здесь нет выхода. вновь Лайн! Уходим! возродится. Конкуренцию Джиперсу Криперсу постарается составить британский детективный хоррор «Проклятие мачехи». Эта лента отличается небанальным концептом и атмосферным жутким трейлером. Холли не догадывается, что знакомство с мужчиной принесет в ее спокойную жизнь немало испытаний. Взаимоотношения пары становятся все ближе и доверительней, а состоятельный и благородный кавалер решает представить новую пассию членам своего семейства. Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое. Я чувствую ее присутствие. Вернемся ко мне. Где ваша мама? Нина! Ты нарушаешь наши правила! Вы ничего не знаете про наши ритуалы. Мамочка, не злись. Но мне нужна мачеха. А на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну а сейчас самое время узнать, какие же новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро. Коллеги, доброе утро, Якутия. В эфире выпуск новостей. В рамках 9-го инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» ВПРФ, Национальный центр государственно-частного партнерства и правительство Якутии подписали соглашение о внедрении системы «Айрис» для повышения качества и сертификации инфраструктурных проектов. Система внедрена в инвестиционную политику в 8 российских регионах и разработана при поддержке Минфина России в 2020 году. Использование специального онлайн-модуля на платформе «Росинфра» позволит улучшить экономику и рейтинг проектов и сделает их более привлекательными для инвесторов. Отметим, что Якутия является одним из лидеров по привлечению частных инвестиций для развития общественной инфраструктуры. Мы держимся устойчиво в десятке самых лучших регионов по развитию ГЧП. У нас большая история, большое количество проектов реализуется, но самое главное, что мы сейчас подходим к тому, чтобы стандартизировать и систематизировать проекты. Поэтому я думаю, что многие регионы последуют нашему примеру. Этот подход позволяет на самом деле, во-первых, быстрее принимать решения, во-вторых, гораздо более надежно с точки зрения результата. Мы рады, что Якутия очередной субъект федерации, которого заинтересовала эта тематика, и мы уверены, что это будет способствовать развитию региона и повышению качества жизни его жителей. Это возможность для российских регионов получать профессиональную консультацию по качеству инфраструктурных проектов. На наш взгляд, этой экспертизы, наверное, пока не хватает многим субъектам федерации.
С 2017 года благодаря проекту «Стажировка молодых специалистов в промышленных предприятиях» 34 тысячи молодых людей трудоустроились на предприятия нашей республики. Сахатранснефтегаз также распахнул свои двери для молодых кадров. Выпускники вузов и СУЗов имеют возможность пройти стажировку на предприятии, получить теоретические и практические навыки ремонта и обслуживания газового оборудования. Опытные мастера-наставники с энтузиазмом делятся знаниями с новым поколением рабочих. На текущий год стажировку в Сахатранснефтегазе прошли 4 человека. Согласно программе, в течение 3 месяцев доплату в размере почти 19 тысяч получают стажеры, а их наставники около 9,5 тысяч рублей. Главное и единственное условие для выплат – это заключение трудового договора. Я обратился в центр занятости. Там мне дали направление в училище, мастер-спец. Обучение дистанционное, в Zoom. Теорию получил где-то полмесяца, и потом направили сюда на практику, в Сахатранснефтегаз. Коллектив очень хороший, знают толк в своем деле, все объясняют специалисты. Большой театр отправится с гастролями в столицу республики. Выступления артистов пройдут 23-24 сентября. С гастролями балет Большого театра отправится в Якутск, где пройдет гала-концерт. С гастролями в Москву, которые состоятся на сцене театра, приедут Большой театр Белоруссии, Якутский театр оперы и балета, а также театр оперы и балета «Астана-опера» из Казахстана, рассказал гендиректор театра Владимир Урин. По его словам, Якутский театр представит зрителям оперу «Нюргун-Баатур Стремительный» 5-6 декабря на новой сцене театра. К этому часу пока вся информация. Отличного дня! И мы приветствуем всех наших телезрителей. И на календаре четверг. И мы желаем доброго утра всем, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. И, конечно, нас смотрит вся республика. Далекие северные районы. Да? Ну и, конечно, такие крупные города, как Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск и Алекминск. В общем, вся республика смотрит «Утро Якутии». И сейчас я предлагаю перенестись в город Мирный. Ведь там мирнинские художники преображают свой город. В эти дни, несмотря на прохладную осеннюю погоду, они создают крупный мурал. Уже готова его часть. Горожане заметили оленя, лошадь и очертания женщины. Ежедневно до позднего вечера энтузиасты создают рисунки на стене по улице Советской. По окончанию работ проект заявят на конкурс талантов Якутии. Это все здесь будет отражаться. Также северное сияние. Создание эскизов дается непросто, потому что идея должна приходить, она не быстро приходит, не ко всем художникам так идея приходит, да, быстро. Поэтому достаточно мы долго придумывали эскизы. У кого-то уже были готовые рисунки, кто-то уже сейчас создает эскизы. Рисуем эскизы на бумагах, на планшете, потом переводим это все через проектор. Но до проектора мы, конечно, накидываем все эскиз, общую картину, как это будет смотреться. Но чтобы концепция хотя бы одинаковая была, цветовая гамма резко не переходила, а плавно переходила. Да, это все в общую картину соединяем. По отдельности наводим проектором в темное время суток на стену. Рисуем контуры, а в светлое время уже рисуем красками по контуру уже. Специально выбрали акриловую основу, потому что она быстро сохнет, смешивается с водой, поэтому тут вода, ни снег, ему ничего не страшно. Мы сейчас дошли до середины, ровно до середины. Нарисовано уже 4 блока, осталось еще 8 блоков. До конца недели постараемся завершить. Изо всех сил будем каждый день приходить, рисовать до наступления холодов. Если не успеем, то уже к следующему году. Но я надеюсь, что мы успеем.
Кстати, о конкурсе талантов Якутии мы поговорим уже завтра, ведь к нам придет гость, который расскажет, кто же может принять участие в этом конкурсе и когда он будет проходить. Ну и на этом наш утренний эфир подходит к концу. Напоминаем вам, дорогие телезрители, о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои поздравления, возможно, вопросы либо пожелания. Ну а также WhatsApp номер, куда вы также можете отправить свои, возможно, поздравления. На это у вас есть как время прямого эфира, так и после, потому что наши странички работают 24/7. Ну а завтра мы уже увидимся в этой же студии, и, конечно же, нас ждут интересные гости, самые последние новости и масса позитивного настроения. На этом я, Дарья Анкехова, прощаюсь с вами, но увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия 24 и НВК Саха.